Эффективность рубежей подтверждает количество выявленных нарушений за 10 месяцев этого года. Это более 111 тысяч нарушений правил дорожного движения. Сумма штрафов по которым 183 миллиона рублей. При этом главная задача, конечно, не они, признается бывший главный полицейский столицы, а ныне один из руководителей, отвечающего за эту санкционированную работу учреждения Александр Спиридонов. А профилактика ДТП. Ведь налицо положительная динамика после установки радаров или имитаторов нарушений на потенциально опасных участках дорог стало меньше. К слову, попытка коммерциализации этого вопроса со стороны некоторых участников процесса вызвала недовольство тех, кому важна профилактика. Как пример, за аренду фонарного столба для установки на него радара Эжвинский жилкомхоз запросил плату. А ведь речь идет о так называемой долине смерти. На сегодняшний день этот участком аварийности не является, но это благодаря тому, что там были комплексы. Сейчас комплексов нет, вот стучу, чтобы, не дай бог, там что-то не произошло. Ну, для понимания всех участников комиссии, я считаю, что ни в коем случае нельзя рассматривать работу фото-видеофиксации в коммерческой плоскости. Это не средство зарабатывания и пополнения бюджета ни в коем случае. Это исключительно профилактического характера мероприятия, которые носят одну единственную цель – это снижение аварийности. И рассматривать ее в плоскости коммерции, я думаю, что это просто как минимум некорректно. А вот председатель Республиканской комиссии по безопасности дорожного движения Константин Лазарев снова вернул диалог в денежное русло, указав, что не услышал в докладе Александра Спиридонова объем эффективности потраченных на дорогостоящую систему «Безопасный город» средств. К тому же на федеральном уровне сейчас вовсе обсуждается отмена на законодательном уровне приборов, которые определяют среднюю скорость движения. Этот вопрос сейчас обсуждается в Думе. Поэтому прежде чем приобретать такие дорогостоящие приборы, вы, так сказать, примите решение о целесообразности его покупки, если мы его не сможем использовать, это первое. Второй вопрос, который обсуждается, так сказать, целесообразность установки такого большого количества, приборов по ограничению скорости и соответствуют ли те ограничительные меры на участках дорог, которые мы применяем условиям дорог. Целесообразно ли там иметь? Потому что если посчитать среднюю скорость движения в Российской Федерации и в Европе, она в 2 раза ниже. Страдает и экономика, и доставка грузов и так далее. Третий вопрос, который обсуждается, вы тоже о нем не говорите, что все комплексы видеофиксации, которые мы устанавливаем, которые есть, они должны быть зарегистрированы в сети интернет. И если их официально в сети интернет не существует, они там не зарегистрированы, то те штрафы, которые с них приходят, тоже не могут быть, так сказать, в полном объеме предъявлены тем, кто нарушил и так далее. Там масса вопросов. Вот все эти вещи вы из своего доклада, так сказать, убрали или просто почему-то не сказали о них, я не знаю, об этом надо говорить. Оценку прозвучавшей информации в плане легитимности готовящихся решений предложено дать прокуратуре. А учреждению «Безопасный город» поручено более глубоко подойти к этому вопросу, чтобы вернуться к обсуждению целесообразности в конце первого квартала 2020 года, чтобы покупка дополнительных рубежей не превратилась в самоцель.